Как уберечь себя от дорожно-транспортных происшествий и что такое светоотражающие элементы? Ответы на эти вопросы звучали сегодня в школах Грозного. Для младшеклассников провели мастер-классы и викторину о правилах дорожного движения. Зеленый, красный, желтый, голубой, зеленый. Светоотражатель или фликер на сегодняшний день реальный способ уберечь ребенка от травм на неосвещенной дороге, утверждают специалисты. Именно они позволяют водителю в темное время суток увидеть пешехода на расстоянии 150 метров. Возраст детей тоже подобран не случайно. По словам педагогов, 10-летний ребенок способен лучше запоминать важную информацию. Есть светоотражатель, его можно использовать в темноте. Если водитель тебя не видит, можно взять его и повесить на плечо, грудь или на портфель или сумку. И водитель тебя увидит. По статистике, в темное время суток происходит наибольшее число аварий. Даже самый опытный и внимательный водитель не всегда может заметить на дороге пешехода. Юным участникам акции подарили сувениры и светоотражающие элементы. Организаторы рассчитывают, что в будущем этот маленький атрибут обезопасит детей. 100% наезд на пешехода с участием детей – это все в ночное время, это вторая смена школы. Это дети, когда зимой возвращаются со школы. Процентное соотношение – это, если сравнить, из 100% наезда на пешехода с участием детей можно было бы избежать 67%, если бы на них были бы светоотражающие элементы и световозвращающие элементы. Проблему детского травматизма обсудили и во Дворце молодежи. За последний год произошло 45 ДТП с участием детей, из них 17 с летальным исходом. По сравнению с прошлым годом число аварий снизилось. Тем не менее, специалисты планируют усилить профилактику аварийности. Тинатин Музашвили, Адам Чекуев, Зелим Закаев. Новости.